Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Примерно на треть в апреле уменьшатся энерготарифы для предприятий Дальнего Востока. К этому шли давно и, наконец, дата назначена. К какому результату приведет такой шаг и какой даст такой вот общий эффект? Если это случится, то мы сразу почувствуем это все, однозначно. И, конечно, прежде всего, тот самый, как мы говорим, малый, средний бизнес и крупный бизнес сразу пересчитают всю свою, что? Брючку. Мы сразу начнем обращать внимание на ту себестоимость и так далее, и так далее. Тогда мы можем смело предъявлять не себе, а именно тем, кто у нас оказывает услуги, производит ту или иную продукцию. Почему цена осталась той же самой? Где те резервы, которые вы не смогли использовать и так далее, и так далее? Субсидирование вот этих энерготарифов у нас в республике должно все-таки произойти. Цена называется 6 миллиардов рублей. Это огромные деньги. В бюджете республики, конечно, таких денег нет. Это федеральные полномочия, федеральные деньги. И когда мы говорим, что в Арктике, Арктика, раньше был крайний север, сегодня Арктика, эти тарифы неподъемные, и цены просто заоблачные. Если жить там по тем тарифам, которые формируются в 60 рублей киловатт-час, там 40 где-то, ну это немыслимые, да? Поэтому мы говорим сегодня, что рыночных отношений в том виде, в котором мы бы хотели их видеть, Тамбово-Рязанско, Татарско, Башкирский и так далее, лучшие практики, он невозможен. И это глава, говорит, республики, и он обращает внимание федерального центра на это, понимаете? И услышали нас, ведь есть конкретные поручения, я полностью с вами солидарен, мы ждем вот этого этапа, да, этого шага. Сегодня многие говорят о том, что людям надо заниматься бизнесом, поддерживаются самые разные идеи и инициативы. В прошлом году финансовую поддержку получили более 1000 субъектов малого и среднего бизнеса на сумму около 900 миллионов. Считаете, это достаточная поддержка? Хорошо, если те, которые получили, нам нужна обратная связь. Вот они получили и сделали то, другое, третье. Ну, к примеру, 3 года назад крестьянское хозяйство из Усть-Алданского района, Мария Сивцева, получила 5 миллионов рублей. Для того, чтобы на эти деньги вместе с мужем Евгением Сивцевым построить новые помещения, и они выпускают мебель. Кроме того, они занимаются сельским хозяйством. Вот конкретно получили. Вот теперь нам нужно, чтобы они сказали, что эта мебель, она делается. Они делают уже в течение ряда лет. Эту мебель, мягкую мебель, и в Кюсюре, и в Абыйском Улусе, в селе Абый можно увидеть и так далее, и так далее. То есть они реально производят продукцию в Усть-Алданском районе. Вот если так мы будем оценивать, кто получил и как он сделает, это мне понятно. Но люди должны видеть, что эти деньги превратились в услуги. Много ли в прошлом году было предприятий банкротов? Отслеживаете ли вы их показатели? Делаете ли анализ? Какова вообще динамика развития бизнеса сегодня в непростых экономических условиях? Вы понимаете, такие цифры существуют, они есть. Значит, идет, я вам скажу откровенно говоря, все-таки выравнивание, остановилось. Потому что в прошлом году приняты очень большие такие, я бы сказал, кардинальные решения по налогам. В торгово-промышленной палате в России состоялся съезд не ради съезда, а именно с налоговой службы России. Сегодня по администрированию многих налогов делаются очень большие послабления. Сегодня объединили ряд налогов в одно. Значит, проверки упорядочили, это однозначно, уменьшили кратно и так далее, многое-многое. То есть услышали, это же все было. Вот эти многие меры, они, значит, все-таки действуют более благосклонно на то, что бизнес, значит, становится менее зависим от административного влияния. Существующие вот те трудности, которые мы говорим про техподключение к электрическим сетям, газовым сетям, они существуют, о них они говорят. Говорят сам бизнес, есть такие сложности, и люди действительно выдерживают. Есть, особенно в торговле, много вопросов, где принимаются решения. Ну, конкретно можно привести пример в том же Покровске. Правильно, неправильно сегодня, но принимают решения органы власти, исполнительные органы, значит, законодательные органы, об ограничении, допустим, виноводочных изделий. За ними сразу тянется шлейф, потому что они занимаются и продуктами питания.
сразу обосновывают. Здесь вот закрываются предприятия. Это как факт, я говорю. То есть везде есть не объяснение, вот, ну, лишь бы объяснить причину, да, а откуда они возникают, как с ними нужно будет все-таки не бороться, а поправлять. Либо должны быть тогда от государства какие-то преференции. Ну, раз человек закрывает все это дело, и такие факты есть, я сейчас, можно просто называть их, без фактов нельзя. Я вот хорошо владею в Арктике, что там происходит, поскольку я тут народный депутат, и такие факты есть, но они незначительные, потому что там очень немного занимаются предпринимательством, в основном это торговля и услуги. Там производства как такового, честно говоря, ну просто не существует, и там более-менее стабильное. Вот здесь, в городе Якутске, переливание вот это идет. Где одна из проблем возникает? А вот это несанкционированная торговля. Понимаете? Она существует, мэр борется, это борется. И нужно всем бороться, не допускать, должно быть все качественное. Понимаете, вот слово «качество», оно выходит на первый план нашей жизни. Мы хотим ведь не подражать, жить как все. Вот здесь вот нужно создавать условия для малого и среднего бизнеса, чтобы они работали качественно. Они прятались по закоулкам или где-то оказывали полузаконно эти свои услуги. Или там торговли и так далее, и так далее. Что ж, спасибо, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Всего доброго.